Благодарим партнеров проекта Челябинвестбанк и сеть аптек «Классика». Исәнмесез, кадерле дуслар. Физкульт салям. Уверена, вы также рады нашей встрече. В эфире новый выпуск проекта «Татар Казы» и «Киминундур». Нас ожидают радость от движения и настоящий спортивный драйв. Мы узнаем, у кого из наших участниц самая мощная воля к победе. Итак, 1, 2, 3. Сегодня в выпуске. О спорт, ты мир. Татарочки первыми в стране сдают нормы ГТО. Мастер-класс от призера Всемирной универсиады. Действительно ли самый сильный человек России самый добрый в мире судья? Ну, будет у вас тут мозоль, не подумайте. К месту проведения соревнований участницы приходят вместе с болельщиками, ведь среди групп поддержки будет разыгран отдельный приз. В последние минуты перед началом стартов они тоже разминаются. Чтоб с Камилкой тягаться, надо сникерсом питаться. Если девиз участниц «быстрее, выше, сильнее», то у них как можно громче. Другие решили главное со смыслом. Алға дейбіз, алға таба барабыз. Алға барырға құшқан бит, бізге әби бабабыз. Девиз о том, что вперед, вперед, еще вперед, так нам наказали дедушки и бабушки. Спортивные комментаторы сказали бы, стадион встречает участниц соревнований ревом трибун. Сегодня татарочкам предстоит непростое испытание. Девушки будут сдавать нормы ГТО. Носить такой значок на груди в советские годы считалось особой честью. Помните у Маршака? Знак ГТО на груди у него, больше не знают о нем ничего. Но и этого было вполне достаточно, значит, человек готов к труду и обороне. После перерыва почти в четверть века нормы ГТО возвращаются. Спортсмены такое решение одобряют. Никакого вреда от этого точно не было. Польза была однозначна, потому что массовый спорт в Советском Союзе был все-таки. Вспомните дворовые площадки, хоккейные, баскетбольные. Сейчас ситуация, конечно, не такая, но она выравнивается. Эльбрус Нигматуллин, четырехкратный обладатель титула «Самый сильный человек России», сегодня будет ведущим и главным судьей соревнований. Что ж, с таким рефери не поспоришь. По традиции, слова напутствия от председателя жюри конкурса Лены Колесниковой. Сегодня, в преддверии Дня России, когда 12 июня по всем регионам наши молодые спортсмены будут сдавать нормы ГТО, мы с вами, самыми первыми сегодня, наверное, начнем эту всероссийскую акцию. Это тоже очень приятно, что наш конкурс как раз предвещает эти события. Поэтому удачи всем, будьте хорошо настроены, улыбайтесь, у вас все получится. На победу рассчитывают многие наши участницы. Спорт для них – неотъемлемая часть жизни. 2013 елда мен Қазанда 28 студенттар ойындарында бүтін дүния қатнаштым. Мен де спорт волонтері болдым. Һәм әлеге көндә лә спорт минем тормышымда бик мөһим роль уйнар дип әйтергә була. Чөнки күп спорт ярышларында Екатеринбург шәһәрендә, Свердловск областында мин волонтер булып эшләдем. С отличным настроением спортсменки занимают стартовые позиции. Но сначала разминка. Без нее пытаться поставить рекорды не стоит.
Итак, теперь участницы готовы. Первая дисциплина не совсем классическая. Девушкам предстоит попробовать свои силы в борьбе на поясах. Мастер-класс для них проведут многократные победительницы международных и всероссийских соревнований. В 2013 году у нас одна девушка стала второй на универсиаде, серебряную медаль завоевала. Чемпионкой мира стала вот Ирина Макарова, здесь она уже трехкратная чемпионка мира. Вот еще одна девочка, Ксения Старикова, они обе из Троицка, кстати. Она в прошлом году была серебряным призером первенства России среди юношей и первенства мира. Правила несложные. Держа соперника только за пояс, нужно попытаться уложить его на лопатки. Но сила для этого нужна недюжинная, не всякий батыр справится. Biz bugün güreşip karadık. Mine bek nıgışadı. Mine tiklim güreşkenim yok idi. Bir gene element işlesek de ol şunday bütün yarışka көңіл көтеріңкілігі берді. Mine bek nıgışadı güreşirge. Увы, но без травм не обошлось. Врачи говорят, ничего серьезного, но все же настоятельно рекомендуют Равиле отказаться от дальнейшей борьбы. Мировой рекорд на 100-метровке принадлежит американской бегунье Флоренс Гриффит-Джойнер. Возможно, сегодня кто-то из вас хоть чуточку приблизится к этому рекорду, пробежит, ну, предположим, за секунд так 13 хотя бы. А теперь бег на 100 метров. Не забыт еще школьные уроки физкультуры. Хотя кое-кто признается, результат даже не самый лучший. Стал полной неожиданностью. Сейчас уже стартану. Я бегу и понимаю, неужели я бегу? Потому что я не бегу. Да, я бегу. Юлия Абдулина из Варны стала первой. Следующий этап многоборья – прыжки в длину. Но не забывай, что впереди еще 6 стартов. Отжимания. Уверен, что возьмешь свое. Подтягивание, канат и гири. Самое главное, гири тебя ждут. Следующий этап многоборья – прыжки в длину. Оказалось, что здесь самое главное – собрать волю в кулак и поверить в свои силы. По крайней мере, Юлия Искандерова уверяет, именно сила характера помогла ей одержать победу. Честно, я не знаю, как это у меня получилось. Ну, я очень старалась и пыталась не волноваться, собраться с мыслями, вот, и поверить в себя. Сама немножечко удивлена, но спасибо большое, очень рада. Сигас, 49, Илли, Руслан, да ты в отличной форме. Биг шеф. Что есть, то есть. Возможно, кому-то из участниц сегодня удастся побить твой рекорд. У них это вряд ли получится. Признаю, был неправ. Такую волю к победе редко увидишь. Они продолжали бороться, даже если сил совсем не оставалось. Забывали об усталости и о боли. Вот что значит настоящий спортивный характер. Равиля, ты лучше всех! Ну как это соревнование надо? Если бы не болела, я бы и бег, и прыжки бы прыгнула, и бегала. Не зря старалась группа поддержки Нафисы Гореевой. В этой дисциплине участница из Миаса стала первой. Сегодня мы увидели и настоящую страсть борьбы, и узнали, что такое сила духа. Но на этом наш большой спортивный праздник не заканчивается. Продолжение ждет вас в следующих выпусках программы. Надеемся, и ты, зритель, последуешь нашему примеру. Поэтому скорее надевай кроссовки, бери с собой футбольный мяч или теннисные ракетки и марш на стадион. Мы тебя здесь ждем. Курышировец и Сансауволокос. Хушерес. Смотрите в следующем выпуске программы. Можно ли в спортивном зале покорить все 4 стихии? Участницы проекта поднимаются в воздух.
самый гламурный приз от самого сильного человека России, кому достались гантели со стразами. И, наконец, имя абсолютной чемпионки первенства. Об этом ровно через неделю на канале ОТВ.